В 2013 году сотрудники проектного института сорвались со скалы. В 2013 году нас направили в командировку для обследования участка дороги Казарман-Арал. Очень сложное место. Там протекает Нарын с юга на сторону севера. И там надо было обследовать ось дороги, где будущая дорога будет проходить. И мы фотографировали и кое-где замеряли. Очень сложный участок. На третьи сутки уже до села Саргамыш оставался километров 10-15. Попался там крутой какой-то скала, очень крутой. Ну, наш Урозбаков Нурлан, он геолог, он хотел описать эту вертикальную скалу, случайно сорвался и упал. Упал с 10, где-то 15 метров. Так как связи не было, пришлось добираться до воды, до реки Нарын. А следующий день уже я взял двоих ребят. Геолог упал туда, на том месте, смотрел на восточной стороне части, вдоль речки, там какой-то человек ходил. Далековато, у нас биноклов не было, смотрели, и действительно он оказался там. А потом это два ребята, они молодые были, спустились туда. Они, говорят, нашли, говорят, он живой. Руками показали, говорят, все, говорят, хорошо. И я обрадовался, сел, думаю, ладно. Потом мне такие мысли пришли, нет, неужели я тоже не могу спуститься оттуда. И хотел спуститься, я сам упал оттуда. Вот так он ко мне присоединился. Мы с ним сутки там тоже ночевали. Зажгли костры, в том пещере холодно, грелись в этом, разговаривали, что слава Богу, что мы живые. Вспоминал, у него жена была молодая, дети молодые. Он говорит, да, живой остался, говорит, благодаря, говорит, Господу Всевышнему, наверное, говорит. И это время было как раз Ороза Айт. Ороза заканчивался, Ороза Айт был. И мы друг друга этим Ороза Айтом поздравляли. Один повредил себе позвоночник, второй несколькими переломами. Мы потом где-то через 2-3 дня их нашли здесь. Компрессионный перелом у меня был, ну, это уже в дальнейшем узнали. У меня был поврежден позвоночник, есть один перелом был. Нос у меня вот здесь был, нос полностью перелом, рука вот до сих пор есть, нога был перелом, 4 перелома у меня было, не говоря другие эти места. Я сам себя не узнал, в зеркало смотрел. Доставил нас в республиканскую больницу. Мы там пролежали 20 дней, почти что вылечились, немножко оставались. А чтобы выбраться оттуда, надо было лезть в гору опять, там обрыв, где мы упали. Невозможно. Там невозможно было самостоятельно выбраться. Потом вызвали вертолет. А в этом вертолете был наш директор. И на вертолете доставили в больницу. В настоящее время эти обоих наших сотрудников до сих пор трудятся в коллективе проектного института. Но мы все таки сомневались. Мы шли, и когда упали,
тогда обсуждали, когда шли, тоже говорили, головой махали. Говорят, здесь, говорит, невозможно дорогу построить. И не будет. Зря нас отправлял директор сюда. Мы вот такой был у нас. Честно говоря, мы не ожидали вот такого. Дай Бог, чтобы у нас вот эта альтернативная дорога была там построена. Мы никогда не думали, когда там шли, что будет там дорога. Это как сказка.